Меня зовут Евгений. Кто меня знает и кто меня не знает, благословение вам. Пусть Бог наполняет вас прямо сейчас, там, где вы находитесь. И мне пришло сейчас такое побуждение, я еду с работы домой, и в духе у меня было включить просто камеру и начать что-то говорить. И я спрашивал у Бога, о чем ты хочешь, чтобы я говорил. И то, что я услышал сейчас, Иисус говорит, сегодня так многие ищут жизни в сверхъестественном. Сегодня так много людей, они озабочены именно тем, чтобы найти себя вот в этом помазании, в сверхъестественном движении Духа Божьего по этой земле. И для многих это стало очень серьезной целью. В принципе, в этом нет ничего плохого. Я никогда не разделял сверхъестественное от самого Бога, потому что все чудеса, силы, помазания, слава, все дары, все это исходит из Бога. Поэтому мы можем абсолютно точно сказать, что сверхъестественная жизнь — это есть сама натура Бога, это часть Бога. И когда мы говорим о поисках сверхъестественных, мы в тот же момент говорим о том, что мы таким образом ищем Бога. Аллилуйя. Так вот, какое побуждение пришло мне? Я хочу, может быть, немножечко поделиться своим собственным опытом. Как в мою жизнь пришли сверхъестественные чудеса. На сегодняшний день мы видим не только на своих собраниях, но видим на улицах, на наших работах, видим в наших домах, видим чудеса, знамения, видим исцеления. Мы видим то, чего мы так сильно хотели. Мы видим, как появляются ангельские перья, выпадает там золотая или серебряная пыль. Мы видим, как выходят бесы, видим, как исцеляются люди от разных заболеваний. Мы видим, как к нам приходят те, кто уже достаточно давно высох, у кого уже нету жажды или желания двигаться в Боге, но они услышали про нас и приводят на наше служение. Дух Святой касается их сердец, и люди зажигаются снова. Это одно из самых таких интересных вот чудес, которые я люблю наблюдать. Так вот, я не скажу, что мы достигли. Мы на очень, по моему мнению, низком уровне. Вот, но что-то видим мы в своей жизни, да, какой-то начаток уже положен. И мне пришло сейчас на сердце просто поделиться, каким образом все эти вещи пришли в нашу жизнь. Знаете, я хочу выделить, наверное, 3 где-то аспекта. Первый, я хочу выделить, конечно же, отношения с Духом Божьим. Без отношений с Духом Святым мы не увидим прорыва в сверхъестественной сфере. Без отношений с Богом мы не увидим с вами больших результатов в своих молитвах. Итак, первое, через что я точно могу сказать, что я получал помазание, через что я получал опыт, учения, я получал какое-то наделение силой, да, с неба. Это именно отношения с Богом, отношения с Духом Святым, Его присутствие, именно переживание, Его посещение. Каждая встреча с Ним, она оставляла какой-то отпечаток. Второе, то, что я могу выделить, это практика. То, что ты получаешь в тайной комнате или на конференциях от Бога, да, на семинарах, школах, энкаунтерах, неважно. Второе, то, что очень мощно помогло мне вырасти, это практика. Я благодарен Иисусу за то, что Он давал мне дерзновение служить на улицах, на работе, за то, что Он давал мне дерзновение двигаться на наших служениях, на наших собраниях, потому что когда-то Дух Святой ничего практически не делал на наших служениях. Я молился за людей, вы знаете, даже ни один человек, он просто не падал от силы Божией. Сейчас мне даже не нужно прикасаться к людям, верующие или неверующие люди, они получают заряд силы Духа Святого. Так вот, второй аспект, который я хочу выделить, это практика. Во время практики мы с вами учимся двигаться в духе. Мы с вами распознаем, как это в духовном мире, как это переживается, как это ощущается. Многие вещи, касающиеся силы Божьей, мы с вами направляем или переживаем именно на практике, именно на уровне ощущений. И вот именно на практике чувства к навыкам, как написано в Библии, они становятся приучными. Ты знаешь, какое сейчас помазание сошло, ты знаешь, что сейчас происходит. Демон это проявляется в человеке и смеется, или это Дух Божий сейчас таким образом проявляет себя. Именно в момент практики мы с вами очень сильно растем, очень сильно. Поэтому вот второй аспект, который я могу сейчас выделить, это практика. Третий момент, о котором я бы хотел поговорить, он очень важный, но я вижу, как им сейчас пренебрегают. Я верю, что это почтение к тем, кого Бог поставил для нас духовными лидерами, духовными наставниками. Какое-то время назад я верил, что я должен только все лично получать от Бога, что я должен быть очень таким индивидуальным, особенным, что только Бог может ко мне прикасаться и только ко мне говорить. Но я не видел больших результатов в служении.
Позже я начал видеть эти вещи в Писании. Позже я начал получать от Бога эти откровения, начал получать это водительство от Духа Святого. Он мне стал говорить об ученичестве, он мне стал говорить о лидерстве. И тогда в моем сердце появилось такое горячее желание найти себе духовного наставника. Я стал понимать, что это Божий принцип, и это то, к чему Бог меня ведет. И слава Иисусу, Он дал мне такого человека. Это Михаэль Шагас, через которого я очень много получил. Активации каких-то своих даров, они произошли именно на его служениях, на его школах. И я верю, что это от Бога, потому что я вижу результат этого. Это не ограничение моих прав, это не контроль моей свободы. Это задуманное Богом движение. Именно так работает Церковь Христа, я верю в это. И вот третий момент, аспект, который я хочу выделить, вот необходимый для движения в сверхъестественном, это именно человек, который будет тебя наставлять, будет тебе служить. Это человек, через которого Бог будет высвобождать в твою жизнь определенные вещи. Мы все с вами видим отчасти. И нам нужен кто-то, кто будет дополнять наше видение. Я верю, что это от Бога. Наставничество, лидерство, пасторство, я верю, что это от Бога. Вот, поэтому, родные, я благословляю вас. Это просто мои мысли. Это то, что внутри меня, это то, что увидел я в своей жизни. Скажу так, это мой опыт, который не противоречит Писанию, но который привел меня к определенным плодам. Я никому ничего не навязываю. Просто слушайте, делайте выводы. Благословляю вас. Вы лучшие. Аминь.